Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Это еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых ярких и важных событиях в мире, во внешней политике нашей республики, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Пожалуй, начнем. В Грузии стартовали очередные масштабные военные учения. Грузино-американский тактический конвой прибыл на базу в Азиане для учения НАТО Agile Spirit. Грузинскую и американскую военную технику перебросили из городка Синаки на западе Грузии. Американскую технику предварительно доставили паромом из румынской Констанции в порт Поти, после чего передали второй пехотной бригаде, дислоцированной в Синаке. В состав технического конвоя вошли американские многоцелевые бронемашины, а также бронетехника грузинского производства. Колонна прошла по трассе Тбилиси-Синаки-Лиселидзе, являющейся частью международного транспортного коридора Восток-Запад. Как отмечает портал «Новости Грузия», по пути конвой приветствовали группы активистов с флагами Евросоюза, США, Грузии и Украины. Учения Agile Spirit 2025 стартовали 25 июля и продлятся до 6 августа. В этом году в маневрах участвуют военные из 11 стран. Учения проходят совместно с западным командованием сил обороны Грузии и Национальной гвардией американского штата Джорджия. Программа включает командно-штабные тренировки, комбинированные стрельбы, операции сил спецназначения и проверку Центра боевой подготовки грузинской армии. Грузия принимает учения Agile Spirit уже в 12-й раз. Их цель – повышение боевой готовности, совершенствование взаимодействия и оперативных возможностей вооруженных сил стран-участниц. К другим темам. Пока в Стамбуле без происшествий завершился очередной раунд российско-украинских переговоров, не принесший ничего, кроме договоренности о новом обмене пленными, у Владимира Зеленского появилась другая проблема под боком. На минувшей неделе все крупные украинские города накрыла волна уличных протестов, самых массовых с момента начала боевых действий в 2022 году. Украинцы вышли на митинги против нового закона, который, по мнению Зеленского, ограничит влияние Москвы. Однако критики проекта уже обвинили президента в том, что Национальное антикоррупционное бюро и специализированная антикоррупционная прокуратура потеряют свой независимый статус. В частности, новые меры подразумевают, что назначенный лично президентом генпрокурор получит право вмешиваться в работу этих ведомств. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен даже предположила, что действующее законодательство, которое, по ее словам, противоречит уважению к верховенству права в Европе, может помешать Украине вступить в Евросоюз. Пережив негативную реакцию граждан, Зеленский поспешил дать задний ход. Уже в четверг он внес в парламент новый антикоррупционный законопроект, который, если он будет принят, восстановит независимость бюро и прокуратуры от украинского правительства. Законодатели рассмотрят его уже на этой неделе. Все слышали, о чем люди говорят в эти дни в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это не остается без внимания, в среду заявил Зеленский в традиционном вечернем обращении. Некоторые протестующие прямо заявили, что готовы разойтись по домам, если Зеленский изменит курс в отношении нового закона. Но другие видят в этом уникальную возможность продемонстрировать более широкое недовольство правительством, его коррупционным прошлым и подходом к конфликту с Россией. Это может обернуться для президента новыми политическими испытаниями. Если люди сейчас выходят на протесты, то не потому, что они восхищаются НАБУ или САП, или как-то поддерживают их, а потому, что эта искра позволяет выплеснуть накопившийся гнев в адрес Зеленского, его команды и ежедневной вопиющей откровенной коррупции, пишет в своих соцсетях внештатный научный сотрудник института Куинси и активистка по правам человека Альмут Раховански. До сих пор критиковать Зеленского было неловко, непатриотично и, по сути, опасно. Они предпочитают критиковать за тот или иной провал какую-нибудь фигуру более низкого уровня. В этом смысле ликвидация независимых НАБУ и САП стали формальным поводом, чтобы перестать сдерживаться, подытожила Раховански. По мнению многих наблюдателей, в реальный Майдан все это пока не переросло, хотя потенциал, безусловно, есть. Но для нынешней Украины, где при наличии миллионов больших и маленьких поводов вот уже несколько лет не было маломальски заметных протестов, это событие сверхординарное.
К другим темам. 24 июля 2025 года должен был стать праздником. Ровно 50 лет дипломатическим отношениям Китая и Европейского Союза. Вместо этого саммит превратился в хрестоматийный пример геополитического унижения. Еще за неделю до встречи китайские дипломаты холодно уведомили Брюссель: «Мы не приедем. Хотите, приезжайте к нам». Европейские лидеры, включая председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Антонио Кошту, были вынуждены экстренно лететь в Пекин. Так начался один из самых унизительных дней в истории европейской дипломатии. Сценарий провала начал писаться за месяц до встречи. Изначально форум планировали провести в Брюсселе по очереди, как того требовал протокол. Но Китай в ультимативной форме потребовал переноса в Пекин. Брюссель уступил. Затем китайская сторона объявила о сокращении саммита с 2 дней до 1, оставив европейцев без полноценных переговоров. Кульминацией стал тихий скандал. Подтверждение встречи с Си Цзиньпинем прошло лишь за 48 часов до начала, вынудив европейскую делегацию менять билеты в авральном режиме. ЕС согласился на все условия. Это капитуляция без боя, прокомментировал польский китаевед Адриан Брона. По его словам, Пекин сознательно демонстрировал, кто здесь диктует правила. Когда Урсула фон дер Ляйен в 5 утра 24 июля вышла из самолета в пекинском аэропорту, на телетрапе висел баннер «Добро пожаловать в столицу мира». Ни цветов, ни красной дорожки, лишь чиновник МИД КНР 3-го ранга с дежурной улыбкой. Так начинался самый унизительный день в истории европейской дипломатии. Китайцы изучили европейскую психологию. ЕС боится потерять лицо больше, чем проиграть по сути. Достаточно дать им красивую сцену для фото, и они простят все, отмечал Адриан Брона. В итоге ЕС получил лишь фото с Си Цзиньпинем, но не подпись под документами. Подробнее все эти темы мы обсудили с политологом Бесланом Камке. Предлагаем вам интервью с ним. Приветствуем вас, Беслан Астамурович. Тем у нас несколько, но хотелось бы, конечно, начать с нашего региона, с Южного Кавказа. Говорят, что ситуация здесь обостряется и что некоторые стратегии отдельных стран и республик в том числе могут повлиять и на Абхазию. Так ли это и как они могут повлиять? Да, здравствуйте. На самом деле Южный Кавказ, ситуация обострилась, она и была обострена раньше, но степень ее остроты сейчас очень важна с позиции того, что оно может и повлиять на более широкий круг вопросов, в том числе и на Абхазию. Вот. С чем это связано? Ну, скажем так, обострение связано в первую очередь, конечно, активизацией России на украинском направлении. Ее, так сказать, основные ресурсы, они, конечно, на украинском направлении. Естественно, вы знаете, что это не только Украина, но и коллективный Запад противостоит России. В этом случае, конечно, ослабление ее позиции, оно как бы естественно на Южном Кавказе. И этим воспользовались, конечно, ряд игроков, которые являются игроками, и, так сказать, дальними, да, в расположении своем, так как типа Израиль, Индия, Пакистан, скажем так, и в том числе Евросоюз, Соединенные Штаты, Великобритания, безусловно. Все они, в общем, в своих интересах стали, значит, свои стратегии наводнять. И, этот регион, он стал на самом деле такой, скажем так, взрывоопасным, можно сказать, да. И в связи с этим хочу отметить о том, что, я так скажу, что 3 региона, которые всем известны, в этом регионе 3 страны, Азербайджан, Армения и Грузия, и непосредственно первые непосредственные границы, граничат они со странами Россия, Турция и Иран. Да. Естественно, 3-й уровень стран – это страны, которые уже заинтересованы в этом. Я уже назвал этих, но новые игроки, это тоже в том числе, тут нужно назвать Индию и Израиль, да, Пакистан. Я хочу сказать о том, что к этому сценарию, к такому напряжению шли еще ряд обстоятельств, фактов, которые за эти 30 лет, в общем-то, усиливалась дифференциация и демографического плана в этом регионе, военного плана. И, естественно, усиливались влияния ряда стран Запада. В основном это Евросоюз, Британия,
Соединенные Штаты, они усиливали свое присутствие, так сказать, создавались терминалы, торговые пути, газопроводы, нефтепроводы, естественно, увеличены. Азербайджан, конечно же, тут воспользовался своим географическим удобным положением, выгодным со всех точек зрения, да. И поэтому такие притязания, выросшие притязания, они не могли не сказаться и на разрешение карабахского вопроса. Естественно, как мы знаем, он разрешился с участием, конечно, и Турции в первую очередь, Израиля, вот, ну и ряд стран, которые заинтересованы в сдерживании России. Значит, основная борьба в этом регионе идет за сферу влияния с целью доступа к ресурсам и сдерживания. Вот вторая проблема – это сдерживание ряда стран европейских, Соединенных Штатов, в том числе России и Ирана. Вот в этом направлении очень большая работа ведется. И поэтому, ну, скажем так, активизация Азербайджана здесь налицо. Но как бы тут ни произошли такие видимые, как бы разрешающие варианты развития, как бы вот Азербайджан, так сказать, включается в такой переговорный процесс сейчас Армении, ведет активную борьбу за открытие еще дополнительно, еще важных направлений торговых, да, вот Зангезурский коридор, о котором сейчас многие говорят. Вот. Кстати, он может быть как положительно влияющий на регион, так и отрицательно. Так и может быть причиной возникновения новых сценариев военных противостояний. Ну, одним словом, все зависит от того, насколько сбалансированно будут вести себя акторы, непосредственно образующие этот регион, и те страны, которые, ну, поддерживают в своих интересах узких. Если это узкие свои эгоистические интересы, то, естественно, тут ситуация такая на Кавказе, особенно на Южном Кавказе, да, в этом особенно, что здесь выигрыш одной стороны прямо пропорционально проигрышу всей ситуации, потому что Южный Кавказ – это некое целостное явление, поэтому выиграть должны как бы все, понемножку хотя бы. То есть одна сторона выиграть здесь не может, потому что здесь пересекаются все интересы, все пересечения, они требуют стабильности в целом всего региона. Поэтому локально разрешить проблему двух сторон, допустим, каких бы там ни было, оно не представляется возможным. Поэтому такой комплексный взгляд, вот такое есть в геополитологии направление, как политика комплексного анализа, да. Если это не будет применяться, то вот выиграть в каких-то своих эгоистических целях, да, какой-либо страны, да, оно не представляется успешной, так сказать, моделью поведения. Очень интересно. Спасибо большое. Хотелось бы немного и другую тему обсудить. В частности, например, сейчас мы наблюдаем на Украине различные, довольно серьезные такие массовые протесты, которых давно не было, хотя Украина, как Майдан, давно известная, конечно, вещь. Это возможно, это не Майдан, там был специфический такой повод, Да. но тем не менее, как вам кажется, о чем это говорит, что тут нового? Да, действительно, это первое, можно сказать, такое массовое протестное движение с момента начала СВО. Да. Ну, 9 тысяч протест был в Украине, в Киеве, это большое, конечно, сравнительно, да. Ну, я скажу о том, что тоже не случайно, накопившиеся, очевидно, это накопились очень большие проблемы, скажем, связанные тут и социальные проблемы, проблемы справедливости социальной, в первую очередь, дифференциация, оторванность элиты от проблем граждан, проживающих. Вот. И, естественно, самый первый вопрос, это, конечно, проблема коррупции, которая всегда стоит в этом вопросе. Как бы кто-то сказал, что коррупция и Украина – это, в общем, тождественное понятие, как бы некоторые ученые говорят, исследователи. На самом деле, тот, который был издан закон, который учреждал независимый институт, бюро независимых исследований, как он называется, независимое агентство по борьбе с коррупцией, еще с 2015 года, 2000 он функционирует, вот, и независимая прокуратура, вот, они, в принципе, не дали результату. Поэтому сейчас прямая логика в том, чтобы протестующие требуют
отозвать значит, законопроект, предложенный президентом, по поводу гласящий о ликвидации независимости двух вот этих институтов, оно, в принципе, и тот институт, которые были, они не давали особого такого результата. Вот. Но тем не менее, в общем, противоречие или, скажем, недовольство населения, оно налицо. Так сказать. Ну, некоторые говорят, что там участники есть со стороны зарубежных, так сказать, агентур и всевозможных служб. Но как бы это ни было, кстати, могу сказать, что на этот раз вот в глаза бросается, если вы тоже обратили внимание, протестанты держат на картоновых бумагах, да, надписи. Но это о чем говорит? Говорит о том, что, в принципе, внешнего такого финансирования особого там нет. Это, в общем-то, если на это денег не хватило, то тогда точно уж никакого особого там игроков, которые внешне повлияли, нет. Внутреннее влияние, внутренние агенты или внутренние, скажем, субъекты, которые могли организовать на протестные движения, это, конечно, элиты, которые, возможно, раскололись по ряду вопросов. Это, может, военные, как правило, которые больше требуют справедливости. Вот. Генералитет, который мог, так сказать, тоже по-своему раскалываться там. И, ну, естественно, социальная база протестующих – это действительно люди, которые, ну, крайне обездолены или крайне оказавшиеся в вот такой несправедливой среде. Это действие военных по привлечению мобилизации, да, ТЦК, который называют его, так сказать, мобилизационные институты, которые свирепствуют по всей Украине. И скажем, то неравенство, которое есть, да, оно еще усугубилось тем, что социальные статусы привилегированных стало очевидно, все больше очевиднее. Эта привилегированность проявляется в укрывательстве от каких-то обязанностей служить где-то, да, это создание каких-то льгот для определенных лиц и так далее. То есть очень много привилегированных слоев образовалось, то есть иерархия целая, да. Естественно, которые вышли, видно о том, что это люди, которые испытывают все тяжести военного положения, все тяжести несправедливости коррупционного режима. Поэтому здесь, ну, скажем так, новое, я бы сказал, то, что впервые, можно сказать, эта акция проводится не с участием широкого круга зарубежных акторов. То есть не профинансировано из Запада. Мне кажется, да, мое убеждение в этом. Вот. И мне кажется, что это такое широкое движение, оно началось, но оно будет, скорее всего, продолжение. Многие, кстати, уверены, что антикоррупционная составляющая этих протестов – это одна часть, а завуалировано это еще и против, в принципе, такого затянувшегося военного положения и даже против Зеленского. Есть, вот я читала вот такие тоже какие-то комментарии. Да, конечно, это направлено в первую очередь против президента. И лозунги, и призывы, они были против президента. Звучали слова, обращения, все это против президента. Ну, естественно, сказывается затянувшиеся, более того, неудачи вот, в военном, так сказать, сценариях действия. Да. И, конечно же, повлияло на это все, что отсутствие транспарентности власти, отсутствие оторванность власти от реальных нужд людей. Это оно сказалось, поэтому оно и было и раньше, оно и усугубилось, можно сказать, да. Поэтому это неудивительно, эти процессы, протестные движения, они будут иметь место на Украине. Беслан Астамурович, еще хотелось бы о другой теме, может быть, даже коротко, но тоже очень интересный момент, как форум Китай-ЕС многие наблюдатели считают провалившимся. Вот почему и вообще, ну, потому что, почему понятно, там было очень много знаков, там фактически 2 дня превратили в 1 день, это был такой, скорее, номинальный форум, но почему все это так происходит, как вам кажется? Да, правильно отмечать, что он был провальным, этот саммит. Он и легко было предсказать о его провале. Ну, единственное, что успех, можно сказать, это, как некоторые отмечают, сам факт того, что они собрались. Вот только в этом.
успех. И это тоже, возможно, очень, так сказать, сомнительно, что могло состояться. Почему? В первую очередь, совершенно разное видение событий в политике двух, скажем так, направлений. Это Евросоюз и Китай. Да? Это совершенно разные вектора политической направленности. Ну, в первую очередь, надо сказать о том, что элиты в европейских странах, политические элиты, они давно оторвались от реальных вопросов гражданского общества. И они строят иллюзорное видение справедливости, права человека и все остальное. То есть, тогда как Китай реально осуществляет народную политику. Китай много положил усилий для того, чтобы поднять страну, способствовать росту экономическому. Мы видим процветание Китая, оно основано на серьезных философских, так сказать, основаниях видения человека, общества, справедливости. Тут серьезные, так сказать, легитимационные ресурсы подключены для того, чтобы Китай стабилизировал обстановку внутриполитическую, внутрисоциальную и внешнеполитическую. Тогда как Евросоюз, его видение, это видение, скажем, видение событий через рыночные отношения, финансовые, так сказать, механизмы, все такое. То есть это диаметрально противоположные вектора в политике. И поэтому Евросоюз, ну а конкретно Евросоюз добивался в Пекине, в самом Китае, добивался того, чтобы Китай сбалансировал товарооборот во всем мире. Ну, как бы попридержал экономический рост, так называемый. Да. Ну, вообще-то смешно тоже, да и неэтично даже так ставит вопрос. Я представляю, как это восприняла китайская сторона, потому что это в первую очередь неэтично. Диктовать условия в стране пребывания. Да. И второй вопрос, который европейские чиновники ставили перед Китаем, это, скажем, содействовать мирному урегулированию на Украине. А каким образом? Таким образом, чтобы встать на позицию, скажем так, европейского понимания событий, да, то есть не помогать России другим образом. Ну, прямо так и не было, может, сказано, но в контексте было ясно, что Евросоюз требует от Китая сдержать Россию. Ну, естественно, эти результаты могли быть какие. Поэтому отношение Китая было, так сказать, дипломатическим на своем том уровне, но, естественно, по содержанию нулевой эффект. Понятно. Беслан Астамурович, большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос. На этом сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.